Не прошло и недели, как в стенах Дворца спорта «Магаз» прошли зрелищные поединки турнира М1 «Битва нартов». А сегодня в Большом спорткомплексе стартует первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В первый соревновательный день в турнире приняли участие юниоры и юниорки в 4 весовых категориях. Уже во второй раз схватки одновременно проходят на 4 татами. На ковре номер 2 борются дзюдоисты из Москвы и Северной Осетии. Оба спортсмена показывают хорошую технику борьбы и внимательно следят за движениями друг друга. На протяжении 4 минут так и не удалось выявить победителя. Судья объявляет дополнительный раунд Golden Score. Борьба идет до тех пор, пока один из участников не получит балл. И в результате дзюдоист из Москвы одерживает верх в своей первой встрече. Чувствовал себя хорошо, надеялся продышаться. В большей степени так и получилось. Попал соперник хороший, на захватах хорошо работал. Ожидаю от этого турнира, конечно, медаль. Хочу занять призовое место и красивой борьбы. А тем временем на соседнем ковре готовится выйти на татами юниорки весовой категории 48 килограмм. Несмотря на юный возраст, участники хорошо подготовились. Но во время встречи опытнее оказалась спортсменка, представляющая город Орел, Марина Яндиева. 2 техничных приема в азаре в ее исполнении поставили точку в этом поединке. Счет 14-0 в пользу дзюдоистки в синем кимоно. Победила Яндиева Марина. Центр Орел. Я очень долго шла к этому турниру, очень долго ждала этого момента. Ну вот, наконец-то он настал. 2 схватки прошли успешно. Но, думаю, все еще впереди. Всего на турнире от нашей республики выступает 20 дзюдоистов. Трибуны заполнены зрителями, которые активно поддерживают участников первенства. К примеру, Саларбек Азиев болеет не только за своего сына, но и за всех наших спортсменов. Что я могу сказать? Конечно, это радует. Тем более тех, кто любит спорт, развивает молодежь. И стимул республики, как не говори, примерно в Советском Союзе, я сам бывший спортсмен, никак не было такой возможности не заниматься, не выявить способности. Судейскую коллегию на первенстве представляет судьи международного класса, которые отметили, что все проходит согласно международному регламенту, и никаких нареканий касаемо выступлений спортсменов у них пока не возникло. Организаторы справляются, стараются, чтобы все прошло достойно. Спортсмены показывают достойную борьбу. Я надеюсь, что в этих соревнованиях выявятся все-таки те воспитанники спортивных школ, которые будут достойно представлять сборную страны на международных соревнованиях. Тренеры и наставники также подчеркнули, что каждый раз, приезжая сюда, не перестают удивляться, насколько все организовано. Особенно гости восхищаются современным спорткомплексом «Дворец спорта Магаз». Дворец спорта великолепный вообще. То есть, даже удивился, честно говоря. То есть, супер современное оборудование, зал, разминочный зал великолепный. То есть, только положительные эмоции, положительные отзывы. Возможности у всех одинаковые. Ребята молодые, юниоры, поэтому побеждать, стараться, состязаться, дерзать. Уже ближе к вечеру состоялось официальное открытие первенства России, на котором присутствовали глава Ингушетии Юнузбек Кевкуров, главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба, а также олимпийский чемпион по дзюдо Хасан Халмурзаев и другие почетные гости. Перед стартом звучит государственный гимн. Первым с приветственным адресом к гостям и участникам соревнований обратился глава Республики Ингушетия Юнузбек Кевкуров. Я уверен, что в этом году, проведя вот такие масштабные мероприятия, мы с вами в следующем году в Лигишгалендале проведем чемпионат России по дзюдо. Это важная страница истории дзюдо Республики Ингушетии и в целом нашей великой страны. Я хочу огромное спасибо сказать Василию Васильевичу, президенту Федерации дзюдо России, за принятие решения. Спасибо. Ну и, конечно, Валентин Викторович, вам и главному тренеру сборной страны по дзюдо, нашему другу, можно уже назвать и братом, это не будет исключение Эцио. Спасибо большое всем. С праздником, с открытием. Я искренне рад приветствовать всех гостей, всех участников этого турнира. Действительно, мы очень рады, что этот первенство России среди юниоров проходит у нас в Ингушетии, потому что мы сами проходили через этот путь, через этот турнир. И это очень крупный турнир, это начало спортивной жизни. Я надеюсь, что все гости, все участники будут рады этому организации.
И просто хочу пожелать всем успехов и побед. Пусть победит сильнейший. Завершением спортивного вечера стало торжественное награждение победителей и призеров первого соревновательного дня в 4 весовых категориях. Первую тройку лидеров среди юниорок чествует министр спорта региона Даут Алхазуров. Золотой медалью награждается Борисова Ольга, Санкт-Петербург, Приволжский федеральный округ. Это только начало. Впереди нас ждут еще более зрелищные схватки. Соревновательная программа рассчитана на 4 дня, в ходе которой медали первенства будут разыграны среди юниоров и юниорок в 8 весовых категориях. Михаил Тангиев, Адам Балаков, Новости 24.